Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Бессмертный полк – живая память о героях Великой Отечественной. Актуальная всегда, не только 9 мая. Сегодня мы обсудим, как движение развивается в Якутии и во всей стране. Какие новые проекты помогают сохранить историческую правду в эпоху цифровых технологий и фальсификации, как молодому поколению прикоснуться к истории своей семьи и какими мы видим будущее бессмертного полка. Гость студии Наталья Шадрина, руководитель исполкома общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Якутия – это особо очень далекий от Москвы регион с огромной территорией, своей уникальностью. Да? Что лично для вас, как руководителя движения, значит эта поездка? Я впервые приехала в Якутию. У нас произошло такое событие, можно сказать, что мы избрали новый состав штаба, руководителя штаба, руководителя исполкома, и уверены, что будущее движения в регионе будет только развиваться. На самом деле работа ведется уже давно в Якутии, и работа большая. В этом году особенно приятно отметить, что состоялось очное шествие Бессмертного полка, которое прошло только в 57 регионах России. Это, конечно, связано прежде всего с обеспечением безопасности. Но в Якутии оно состоялось. Большое количество участников шествия говорит о том, что тема сохранения исторической памяти в республике активно развивается, очень большое количество разных проектов. Я уже успела ознакомиться с некоторыми достопримечательностями города. И приятно, что в год 80-летия Победы открываются новые памятники, и весь город украшен символикой 80-летия. То есть это на самом деле очень важно, потому что тему Победы нельзя забывать, и чем больше мы будем об этом говорить разными форматами, тем актуальнее эта тема будет и сегодня. Бессмертный полк давно перестал быть просто акцией, да, на 9 мая. Это масштабное движение, которое ведет работу уже круглый год. Какие новые, может быть, неожиданные для людей проекты и направления помимо шествия развивает движение сегодня? Наше движение «Бессмертный полк России», конечно, занимается не только шествием 9 мая, потому что это только один из элементов, который, конечно, самый яркий, красочный, самый масштабный. Но на самом деле, чтобы люди приходили на шествие, необходимо в течение всего года вести работу, и мы, как общественная организация, этим и занимаемся. И все проекты, которые мы реализуем, основная их задача направлена на то, чтобы участники наших проектов, те, кто о них узнает и кто к ним прикасается, захотели узнать историю своей семьи. Или, если они ее уже знают, рассказывали об этом на своих страницах в социальных сетях и делились этой информацией в базу на нашем сайте. Потому что это на самом деле очень важно, так как та история семейная, которая есть, она в большинстве своем хранится только дома и передается из уст в уста. Но те подвиги, тот героизм, которые проявляли люди во время войны, как на фронте, так и в тылу, он, конечно, достоин того, чтобы о нем рассказывали, чтобы о нем узнавали. И эти подвиги, они вдохновляют молодежь на то, чтобы изучать эту историю, сохранять эту историю и передавать ее дальше. Потому что если эта цепочка прервется, то та западная пропаганда, которая активно ведется, уменьшение роли победы Советского Союза во Второй мировой войне, она тогда может сработать на молодежь. А если молодежь будет иметь базу, будет знать, что происходило в их семье, как родственники, какие участвовали, кто трудился в тылу, то, соответственно, у них будет основа, на которую уже невозможно что-то постороннее наложить. И на самом деле это очень важно, потому что молодежь сегодня сама формирует моду на то, что им интересно. И если будет интересно узнавать историю своей семьи, делиться этим со своими сверстниками, друзьями, то это будет иметь массовый характер, это будет модно, интересно, и больше людей будет этим процессом охвачено. Якутия огромный регион с уникальной культурой, своими особенностями. Есть ли, на ваш взгляд, какая-нибудь специфика в том, как здесь чтят память о родине? Из того, что я уже успела узнать, это то, что приведу в качестве примера. Здесь, наверное, из-за того, что все-таки большинство людей, которые были призваны и живут, скажем так, в небольших населенных пунктах, где все друг друга знают и знают историю, то, соответственно,
память эта хранится значительно лучше, потому что эта тема очень близка. Большое количество жителей Якутии ушли на фронт, остальная часть людей трудилась в тылу. И, наверное, также большое уважение к старшему поколению, да, и вот это все накладывается на то, что здесь память сохраняется. Плюс здесь такая особая, как вы сказали, территория, где коренные народы живут, и нет вот таких вот разносторонних людей, которые, например, в Москве, где абсолютно разные люди из разных уголков мира, а не только нашей страны, приезжают. Нет вот такого общения. А здесь все-таки это имеет очень важное значение, вот эта вот внутренняя гордость, да, за своих героев, почитание этих героев, памятники, да, установленные в каждом населенном пункте, это позволяет как раз эту историю сохранять. И вообще в территориях всегда вопрос сохранения истории, они на первом месте стоят. И это очень приятно, потому что в целом в нашем государстве историческая правда находится под защитой Конституции, поэтому каждый гражданин, который чтит нашу страну, и тоже должен в этом принимать участие в защите этой исторической правды. Какие вот вы считаете инструменты и подходы наиболее эффективны сегодня, вот, чтобы донести вот историческую правду, ценность, да, и вот подвига для поколения Z, которое вот живет в цифровом мире сейчас у нас? Конечно, я бы хотела, наверное, сказать, что было бы прекрасно, если бы все углубились в изучение истории, но на самом деле сегодня не так просто молодежь привлечь к тому, чтобы они эту историю изучали. И поэтому, конечно, как я уже возвращаюсь, через личный, семейный пример, через семейную историю, потому что все те механизмы, которые сегодня разными общественными организациями, и не только общественными, но и государственными организациями реализуются, они направлены на абсолютно разные аудитории. И мы никогда не знаем, кто на что может отреагировать и кого какое именно мероприятие может привлечь. Поэтому я думаю, что нужно смотреть за тем, что сегодня модно и популярно, и привлекать в такие проекты. У нас, например, некоторое время назад появились проекты творческие. Я бы, наверное, никогда не подумала, что сохранение исторической памяти можно делать через творчество с обычными людьми. Понятно, что есть там фильмы, театральные какие-то постановки, но люди активно откликнулись. Например, мы в 2021 году объявили о конкурсе, который называется «Пробуждая сердца». Он был посвящен памяти Василия Семеновича Ланового, народного артиста СССР, который долгое время являлся сопредседателем нашего движения. И вот он всегда говорил, что до человека, до его души можно дотронуться через эмоцию. И мы предложили людям тоже прочитать свои любимые произведения. Мы даже не предлагали на тот момент только по патриотике что-то читать, а просто вот классику, стихи собственного сочинения. И удивительно, что большое количество людей откликнулось на этот призыв. И, конечно, все в основном читали патриотические стихи, потому что и фигура Василия Семеновича, она такая патриотическое направление имеет. И вот этот конкурс, он получил отклик, мы его уже проводили несколько лет, даже выпустили сборник стихов, которые отправили на передовую участникам специальной военной операции, потому что одной из номинаций как раз стало стихи собственного сочинения, посвященные участникам специальной военной операции. И вот когда люди пишут, например, стихотворения, снимают какие-то видеоролики, рисуют картины, пишут эссе о героях. На самом деле это позволяет погрузиться в эту атмосферу. И все вот произведения, которые присылают, они не оставляют равнодушными, потому что в них вложена душа. И темы Великой Отечественной войны очень трогают, в том числе современных и молодых людей, и взрослых людей. И у нас даже был опыт, когда мы сделали театральную постановку, посвященную блокаде Ленинграда. Также собирали сценарии, просто люди писали, делились тем, что у них есть. И победил один из сценариев, который был как раз посвящен блокаде. Это была история любви, история человеческих отношений, потому что там описывалась такая ситуация, когда молодые люди встречались, одному из них пришлось уехать в эвакуацию. И как вот это развивалось все, как они пронесли это через года, то уважение, которое они пронесли, это тоже важно, потому что всегда история — это в первую очередь личность, и из этих личных историй складывается уже наша большая история. Вот в последнее время мы чаще всего вот сталкиваемся с попытками вот переписать историю вот
принизить роль вот нашего народа в победе. Вот как бессмертный полк России противостоит этому вот конкретно, и в чем вот ваша главная стратегия в защите исторической памяти такой? Мы, конечно, тоже понимаем, что сегодня такая вот активная, массированная атака на нашу победу. И очень много разных историй рассказывается и придумывается каждый раз что-то новое. Но вот, как я уже говорила, наша главная задача — это то, чтобы у человека была база, это историческая, своя личная, семейная база, на которую все лишнее не ляжет. Это первое. А второе, конечно, мы ведем также и просветительские проекты, которые позволяют изучить эту историю. Например, мы сделали фильм, который называется «Вторая мировая ложь западных стран». Это документальный фильм, режиссер фильма Татьяна Борщ. И в нем рассказываем тоже основные мифы, которые уже кажутся вроде как это и правда, а на самом деле это не так. И такие показы мы устраиваем в регионах, большое количество этих показов уже прошло. Также мы проводили показы фильма, тоже наших партнеры Rush Today его снимали, Хабаровский трибунал лаборатории смерти, который вот посвящен как раз 731-му отряду японской Квантунской армии. И наша задача рассказать об этом, потому что молодежь не всегда понимает какие-то значения. Ну, вроде как и есть она победа, да, вот нам отвоевали территорию. Ну, например, Вторая мировая закончилась победой, да, и мир был спасен от биологической войны, и советские граждане в первую очередь, потому что 731-й отряд как раз проводил испытания на людях и очень много зверств и нечеловеческих отношений произвел. Поэтому это тоже важно знать, чтобы понимать, ради чего все это было. Не только ради территории, но ради выживания, потому что война была направлена непосредственно на истребление людей. Также у нас есть такой проект, который называется «Освободители Европы». И здесь нам было важно подчеркнуть роль как раз Советского Союза в освобождении Европы. Потому что сегодня сносятся памятники. И зачем сносятся памятники? Потому что западная пропаганда говорит о том, что Советский Союз не внес значительный вклад, что вот союзники победили, что все благодаря поддержке и так далее. Но эти же памятники были установлены советским солдатам. И слова благодарности обращались именно к советским солдатам. И это не сходится с той пропагандой, которая ведется на Западе. Соответственно, задача эти памятники убрать, чтобы эту память стереть. Но у нас есть международные координаторы, которые ежедневно также ведут работу по сохранению исторической памяти за рубежом. Поэтому вот чем больше будет проектов, чем больше усилий будет прилагаться, тем больше от этого будет результата, потому что на каждого человека разные проекты действуют по-разному. И вот задача как раз привлечь, заинтересовать и дальше уже с этим работать. Спасибо, Наталья Владимировна, что к нам сегодня приехали, рассказали такую подробную информацию. Надеюсь, вам понравится наш регион. Да, спасибо большое, мне очень понравилось. А это была программа «Актуальное интервью». До встречи.